И уже команды, раскомандовался, как сидите, не то. Я сгадал. Не забывай твой анекдот. Рассказываю про знакомых. Ну ты я говорю. А, ты уже забыл. Спасибо, классница. Спасибо, классница. Ну я же вот так само. Я буду писать, буду писать про мудрого Леонида Васильевича. Мудрость. Да, это только ты не так написал. Только ты. Про мудрого Леонида Васильевича. Там же веком же подобное. Так вот давай я позначу, что это было со Сдеком. Хорошо. Не, ну скажем, с иронией уж такие вот. Да, со Сдеком, ну, я уявляю, как у всех опишу, и выйдет книжкой, кольки я почую. Васильевич, мы уже в прямом эфире, так что якби... Ну что ж. Зважайте. Сябри, у нас сьогодні така незвичайна зустріча, тим самим вузьким колі, наші п'ятничні, як назвати, семінари, колись ми придумали це слово, проєктна лабораторія, воно не так тихо відпливло кудись в осінь, присвячена Михасю Стрельцову, и с разных причин, потому что не так давно, совсем недавно у его день народження был, и тому, что розпочався Стрельцовский фестиваль. Ну и еще важная речь такая, вот мы коли розглядаємо у своем коле, завсёды не можем проминуть Стрельцова, не залічивши его в своє. Вот коли выстроивать такую генеалогию сучасной белорусской культуры, уже постсоветской, и сучасной интеллектуальной ситуации, ну, ясно Розанов, там ясно вся эта традиция, но вот без Стрельцова обойтись ніяк немагчыма. В той же час застаецца загадкой сама величиня Стрельцова, то есть, а вот что он значит для нас и для традиции. То есть все мы разумеем, что это что-то страшно важное, светлое и вот, может быть, неубачанное, не концептуализованное. И сегодня мы вырашили сустрэцца, запросивши Адама Глобуса, он сам расскажет, чему, и поговорить про Стрельцова, и особливо про Стрельцова як мисляра. То есть Стрельцов и белорусское мышление, вот тема нашей сегодняшней встречи, ну, але не только. Валентин, может, вы что-то дадите первым? Да. Ну, хоть и тут у нас главный Владимир, знаете, я сподіваюся, что сегодня мы поспробуем надеть Михасю Леоновичу шинель с погонами философа, мысляра, а белорусского, яркого, отметного и абсолютно незаважного. Разумеется, вот кольки год проминуло с 87-го, як він сошел життя, ну, это бурапедные часы поэтичные наступили. Всем не до литературы было много, кроме там Быковской и Краткевичевской. Все остальные сошли. И сошли, сдавалось, уже и в Гоголе. Да? Это была страшенно шкода, потому что мне свои стосунки со Стрельцовым я что-то расповедал недавно. І от спочатку знову вернули, там учили прозаїка спочатку, да? Потім про фестиваль поета. І знову Стрельцов застався не філософом. Да? Ну, філософу не подобається відносно. Разом з тим, це була самая моцная інтелектуальна фігура тих часов, ще не лепших, но уже лепших, якая, у додаток іконофантастичних текстів, створила шерах подій Верного Богдановича, помнить ему стоит,
і шерах його есеїстика просто фантастична. Літературознавча, можна так сказати. Ясна загадка Богдановича і усіх цих великих героїв Бабушевича. Інакше кажучи, от про що я казав, «Смирение Вепрука» на сьогодні, з моїх глядачів, це самий могутний метафізичний текст, який існує в білоруських просторах. А гэта тэкст магутная метафізіка. Унікальний текст. Але вот метафізичне поле дискурс Стрельцова надзвичай широкі і безпечні. Тоже читать, и вот я это не читаю, перечитываю, про это самое я уже казал, еще что-нибудь сгуляется, что вот Калиб Спарабо мне запросил до себя и сказал, ну, дороженькі вольницы, а вот чим вы, белорусы, такие адметные, что мне варто на вас звертать увагу, и боже, як-небудь сприяти. Я бы взял Смирение Вепрука и поклал, и сказал, гляди Боже, на что мы здатны. И это без всякого перебольшения. Я как раз 2 дні назад ночью у некий момент читал, мне все трясло. Якая густая, насичена, нечеканая мова, якая глибина емоцій, почуттів. І от весь білоруський космос, власне кажучи, найперш это про белорусский космос, это про национальный контекст. Вот. И весь цалком, вот выбух выбирает цалком. Усё, да? Значит, и вот с гэтым текстом, ясно, что не только одним, але як выбухом выбрана вся метафизика, весь белорусский космос. Ну, вот не так. Тому для меня нема питання, правда, смешное слово философ, да, Стрельцова, але у контекст мислення інтелектуального ён повинен быть вот натрывало уведенным, да? А не только поэт, не только, что там зараз все вершики читают, нормально ставят, вершика, а мы в Персеню, вот как раз под керівництвом уже Адама Глобуса, уже не Игоря Михайловича, бо это его идея была. Давайте поспробуем, ну, неяк узаконить Михася Стрельцова, як нашого адметна, ці не сама, коли завгодно, адметна мислера. Дякую, Ігор, за прапанову і за запрашэнне. І я, ведаеце, я рыхтаваўся крышку да такой больш прыватнай і менш пафаснай гутаркі. Ну, па-першае, давайте скажем, што выдатна атрымалася месца, што Стрельцов працаваў у суседнім доме. Вось тут на праспекце, да, і вот в этом доме працаваў Стрельцов апошнія свае вот гады працы у часопісе Нёман, і сюды вот все прыходзілі да яго, а потым вісела, калі яго не стала, там увесь час в кабінеціку вісеў ягоны партрет, пад якім працаваў і Дубавец, і Алла Семёнова, і шмат хто прыходзіў, спадзяваўся, што захаваецца нейкі стрельцоўскі дух. Там нічого не захавалася, но сама вот як бы сітуацыйнасць этого, што вот тут працаваў Стрельцов. І што ў Мінску яшчэ нема, мне заўсёды была такая мара, што недзе мы зробім дошку павесім, што вот тут жыў, працаваў Стрельцов. І так як я рыхтаваўся да простых успамінаў, што я чалавек, які ведаў Стрельцова з самага дзяцінства. Ну вот, я яшчэ ў школу не хадзіў, а ўжо ведаў Стрельцова, просто так супал. І таму я вырашыў, што я раскажу чыста пабытовыя гісторыі, звязаныя з ім, і што яны, ну, як бы
створить атмосферу, что это был за человек. Я видел 3 самых розных Стрельцова. Я видел Стрельцова апошнія ягоныя гады, калі ён вярнуўся з ЛТП, цвярозы, але ўжо чалавек быў на такім, ну як бы на фінішы. Чалавек, які адчуваў, што все скончана, што трэба, што жыццё зрабілася для яго страшэнна цяжкім, што вот абавязак спраўляць сваё 50-годдзе это нейкая невыносны цяжар для чалавека. І што в силу обставин, потому что, когда ты видишь таких людей с детства, то твои обовязки это не разважать про эссеистику, я лечу, что он гениальный эссеист, вот, в первую очередь. Да, что вот слово эссеист про Стрельцова, это вот ненавидно то слово, что он гениальный эссеист. И что я обязан, например, ему допомогчи нести взятые на прокат талерки и видельцы, и шклянки, и чарки. И мы вдвоих с этими страшно тяжкими торбами, полными этих талерок, тягнулись вот, до его до дому, как справить этот вот шиковный банкет 50-годия. Вот. И вот это, и в этот час он писал, прадмову написал до моей первой книжки, вот, каб яе выратаваць ад цэнзуры, потому что цензура советская зарубила мою первую книжку. Вот, и каб выдать хоть некую книжку, там потребовалась некая прадмова, некие это, и Стрельцов зрабіў все, как книжка вышла. Редактор книжки был Дранько Масюк, и он як бы звярнуўся до Стрельцова. Я вельмі не хотел ісці до Стрельцова, просить некие прадмовы. Я наогул это я страшенно не люблю. Але так лёс склаўся, што Михаил Стрельцов жыў у кватэры, дзе некалі жыў я. Ну, вот, что мы переехали на новую кватэру моей бацькі, а в нашу кватэру на Кальварию, туды на улицу Притыцка, в дом 6, с окнами на Кальварию. Мне хотелось просто пойти в ту кватэру и поглядеть на той краявід, який я бачу з дзяцінства. Тому як бы я пошел до Стрельцова. Вот. Заодно Леонид Васильевич Дранько выпросил эту прадмову до моей книжки. И я лечу своим обовязком, ну як бы и зараз лечу, что я заўсёды повинен опековаться, ну не падтрымліваць гэты стрельцовский дух. Зараз атрымліваецца нейкі перахлёст, что ну як бы столькі шуму вакол этих вершаў на асфальте, столькі там прочитается вершаў, мусіць і хороших, и кепских, и провядется неких конкурсов, и выдастся альманахов, але это все вельмі далекое от уласна вот творчасці Стрельцова. Карацей, это вельмі сумный период апошні. Перед этим был яшчэ больш змрочны период. Это был период суцэльна нейкае невылечнае п'янства. Пасля напісання гениального апавядання «Смалення Віпрука» Стрельцов пачаў піць, развёўся з жонкой, и я жил в покое, калі яны уже разышліся з Галиной Семеновной, и там был такі покой, где лежал, вот Галина Семеновна, лежал некий там матрац, горы книг, и в силу обставин так склалось, что я пятиклассником там жил, в этом покое, где было написано это «Смалення Віпрука» на верах оружия. И для меня это так само некая вот такая мистика, все. Но был самый веселый период у жыцці, які мне вельмі радостно згадваць, это молодого Стрельцова. Калі ён был зусім малады, калі мы нарэшце атрымалі новую кватэру асобную, все атрымалі, мы с бацькам ходили на улицу Чернышевскую, чакали, калі побудуецца дом, где все письменники, якія нехта жыве на кватэры, нехта яшчэ там на неким проходным покойчику, как наша семья, что побудуется дом, и вот все молодые письменники, не только молодые, а шмат якія белорусские письменники атрымаюць по кватэры. Нарэшце дом побудовали, и засялились, а на первом паверсе у нас жил Михась Стрельцов, на третьем паверсе у нас жил Язэп Пушча, які стварыў «Узвышша». На четвертом у нас жил Пташников, а это один из таких авторов там самой смачной, самой насыщенной прозы
с поколения. Над Пташником у нас жил Короткевич Владимир в подъезде. Вот. Потом у нас жил еще Махнач, драматург, батька Максима Климковича. Короче, у нас был такий супер цудовный подъезд. Видите, с такими молодыми, гениальными всеми письменниками. И вот я коли згадываю, что вот в одном подъезде собралось столько классиков будущих белорусской литературы, якія тады нават и подумать не могли, кто там из них будет больше, кто меньше. И коли выход, например, романа вот все обмярковывали, как зараз Горвата, а тады обмярковывали «Люди на болоте». Вышло, весь подъезд збіраўся, и Пташников, и Стрельцов, и обмярковывали, например, цудоўна мне вельмі падабаецца такая гісторыя, каб вы разумелі, вот як бы жыццё Стрельцова, калі гавораць слова стыляга, да, стыльны чалавек, Стрельцов быў заўсёды стыльны, вот у яго быў стыль. И вот стыляга там вот по мінскіх мерках это быў Стрельцов. Таму што ў яго была яшчэ цудоўная такая вельмі стыльная жонка, і калі яны атрымалі ганарар, адзін з ганарараў за нейкія апавяданні, за першыя апавяданні, вось, Галина Семеновна купила себе пеньюар. Вот раз и пеньюар, такий полупразристый червоный пеньюар, вось, и одела черный станик, черные панчохи, шпильки. Весь подъезд собрался глядеть на этот пеньюар. Вот. Уявляете, вот все собрались, дети, там, и дорослые, и раптом нехта каже, не ведаю, мось позже Короткевич, он был специалист по этих розыгрышах, каже, слухайте, а может это моя мама была, что вот сустрела только что Люду Чигринова, и она на 3 дни наготовала Ване Чигринову ежи, вот, и сама съехала в вёску. И давайте разыграем Ваню, давайте вот, Галя, ты пойдешь вот на это, в этом пеньюаре, скажешь, что Миша Стрельцов тебя прогнал, что коли убачил это вот распустный пеньюар, и он тебя выгнал с дому, вот, и ты придешь, скажешь, что вот голодная, вернулась с працы, вот это, а он прогнал в пеньюар, я так хочу есть, и коли Чигринов накрыя стол, вот, бутылки поставить, покуситься на это пеньюар, на твой выгляд, ты нам в окно махни, что можно, что я накрыл стол. И мы все вот всем подъездом ворвемся до Чигринова. И Иван Гаврилович Чигринов это был такой персонаж, для неглядячи на то, что он стал народным, но он завсёды был таким анекдотичным персонажем. Ну и, короче, весь наш подъезд, тут все дорослые, пошли до Чигринова. И Галина Семеновна в этом пеньюаре пришла до его, разыграла эту театральную сцену, что вот Мишка меня выгнал, а обвестил, что я распустница, что я такая, вот, Ваня, может, ты примешь, может, покормишь. Ваня, конечно, клюнул. Ну, вот, клюнул, накрыл, ну, вот, стол, и коли уже думал, что вот я не зараз сядусь, Галя махнула рукой, и тут весь наш подъезд, все эти письменники, Короткевича, Пташникова, вот. И такая была история, ну, вот, с пеньюаром. Но вообще была история вот при всей такой вот, видите, стильности, модности, была такая, ну, некая, я бы сказал, идеальная бедность. Вот такая бедность, когда мы жили там, вот в этом подъезде, что, например, Пташников с батьком идут на працу, бачить, что Стрельцов сядет в окно и курит на первой поверхности, и кажут, Мишель, его все кликали Мишель, он был таки у нас французский человек, любил Мапассана, и на сено на асфальте, я давно казал, что это все ж про сено. Не только про наше белорусское сено, это крышка и про парижское, вот, про парижскую туречку, вот, французскую. Стилистично это вельми садится. Ну и коротей, Стрельцов курить в окно, ему кажут, что пошли на працу, что ты сядешь? Он говорит, не, я посяжу. И все выходят с подъезда, все пытаются, чему Мишель курить, чему не иди на працу, а потом ён, коли уже иде моя мать, и я иду в школу, и мы кажем, слушай, а что ты не на праце, мать пытается? Он кажет, слухай, вот все пытаются, ну тебе я скажу, ты бачишь, что у меня над головой висят шкарпетки. Ну да, висят шкарпетки. Так вот, у меня одни шкарпетки, в брудных не могу пойти на працу, без шкарпеток не могу, и вот чекаю, покуль высохнуть. Навось. И разумеете, вот это такая прозрыстая, да, прозрыстая бедность вот некая, но все это воспринималось так
весело. И это был такие для меня наогул, вот 60-е годы, это наилепший час, вот эта адлига, наилепший час для белорусской литературы, для сучасной белорусской литературы. И вот это и стрельцовство, и вся эсеистика вот нараджалась менавіта вот тады. І яшчэ апошнюю гісторыю, якую я хочу расказаць, таксама анекдотычна, это звязаная з кніжкай. Но мы не ведали, что эта история связана с книжкой. Здарилася так, что мы жили на 5-м поверсе, Стрельцов под нами на 1-м, и раптом у Стрельцова з унітаза почали это все, что туды звычайна сыходзіць, почало оттуль выцякаться. Вот. Ну, тетя Галя сказала: Миша, будешь носить. И Миша с этим ведром носил, потом сказал, что силы его больше нема. И он взял сякеру и просек вот так вот прибиральный, дырку зарабил в сутарении. Вот туда это все текло. Потом выкликали специалистов, пришли с неким дротом, там, с некими этими, и вытянули, вы не поверите, вытянули букварь. Вытянули букварь с унитаза и сказали, что какая-то скотина вот это взяла и букварь засунула. Вот. И почали по поверхах ходить. Вырашили, что спят, пришли до меня, я потому что я уже в другом классе. Вот. Это Да, не мой букварь. Да. А може наоборот, якраз може в другим не потрібен буквар, якраз кинуть його. Не-не-не, там как книжка каштовность, коли шкарпетки одни, то и букварь один, а у нельзя выкинуть. Это каштовность. Ну вот. Кто выкинул? Спустились на поверхний же, у нас там так само жил Вовочка, я Вовочка, и на 4-м жил Вовочка, який вырашил, что он учиться не будет. И как не учиться, он взял этот букварь и засунул в унитаз. И уявляете, этот букварь прополз вот про все эти 4 поверха и захряс вот так вот поперек. Якраз под Стрельцовским этим прибиральным. Ну, вот. И тому для меня, коли вот является вот Михаил Стрельцов, Мишель, дядя Миша, ну вот, это не просто великий поэт, гениальный поэт, это не просто человек, який мне все життя допомагав стать професійним письменником и выдать первый сборник. Это человек, за яким мы вот жили як бы в одном стояку. Вот. И побач жил, з нами жил Язэп Пуща. Наприклад, чоловік цалкам фантастичний з узвышша. І для мяне, наприклад, я памятаю, вот, калі это были все живые люди, там, тетя Галя, якая жанілася, потом вышла замуж за своего вучня 10-классника, зараз бы и осудили за это. А тогда это было все нормально, генеральский сын. Вот. Ну да. Да, и вот. Цудоўны, дарэчы, хлопец, я его ведаю, и у меня с ним так само цудоўныя адносіны. А Язэп Пуща для мяне застаўся цалкам фантастычнай фігурай, в адрозненне ад Караткевіча, ці Стрельцова, ці Пташнікова, таму што ён быў апрануты, я яго запомніў, што на ім былі все рэчы новыя. Выявляеце, вот калі у Стрельцова были там, не, был балоневый плащ, были пеньюары, но все были разного уровня, то, например, Пуща был апрануты во все новое, потому что он вернулся з лагеря и купил, как бы, все одного в краме все новое. И вот человек стоит, вот для меня, я запомнил, что во всем новом, новые ботинки, новые штаны, новый палито, новая шапка, новый шалик, новые пальчатки. Потому что мы весь час нечто перешивалось, нечто перелицовывалось, нечто носилось такое вот по 3 разы с разными гузиками, эти палитоны часом траплялись, а тут был человек цалкам новый. Ну вот я рассказал такое, коли вы захочете еще нечто почутненькое, там, принес книжечку, можете поглядеть, вот Михаил Леонович мне тут ее подписал за автографом. Вот. А потом я принес вот фотоздымок. Экслибрис, який замовив мне Стрельцов. Но я его так и не поспел виконати. Ескіз зробив, ми затвердили, треба було вирізати гравюру, но гравюру я не вирізав. А это вот портрет, який в моей майстерні завсюди висить. И он завсюди со мной. Я вот такого люблю. Это идеальный Стрельцов, молодый,
У нас все наперадзе. Я іду ў першы клас з ягонай дочкай. Вот мы разам пашлі ў школу. І вот для мяне такі Стрэльцоў. Геніальны пісьменнік, геніальны паэт. І сапраўды кананізаваць яго як філосафа, як творцу, які як бы пераасэнсаваў пакаленне нашанівцаў, вот у сваім гэтым эсэ «Загадка Богдановича», я лічу, што варта. І што, конечно, вывучэнне вот это эсэ, акрамя, як бы, як сказаў Ахудович, што акрамя вот это, што можна пакласці, спытаць, хто вы такія беларусы, то «Загадка Богдановича» і «Смаленне Віпрука», да, это два шэдэўры, якія варты чытання, перачытвання, вывучэння, імправізацыі на тэму і гэтак далей. Паколькі побутовая, дзякуй, страшэнна цікава, я столькі і ведаю, ну, ад іншых пастацоў. Я толькі хутчэй адзін фрагмент пабытовы, якраз без нічога. Я тут, якраз толькі тут, са Стрэльцова, у рэдакцыі Нёмана, і сустракаўся. Не, ну, было пара эпізадычных там на нейкіх. Ну, па-першае, ты трох ведаў Стрэльцова, я аднаго. Я ведаў, калі ён ужо вярнуўся з вайны. І не піў ні кроплі, ні грама. І нават калі мы траплялі ў сітуацыю, там, союза пісьменнікаў, косці прымалі ці што, ці дзесьці былі, а ён нам з Лёняй любімым табой Даньком Масюком, ну, хлопцы, ну што вы тут, калі мне тут вчыцеся, ідзіце, павыпівайце трошкі. Ну, а сам, конечно, не. И мне зноў жа Данько Масюк распавёў Стрэльцову, тоже после института, что тут ёсць свой человек после института, мы з ім разом вучыліся. И не просто шалее ад ваших вот этих двух рэчаў. И гэта было так, это сапраўды. Ну, и Стрэльцов кажу, ну, приведзі тоже своего Валентина. Ну, аўтар, звычайна, калі відавочна іх вельмі моцна любіць, такі, ну, і гатовы. І я прыйшоў. Мы там по пачку цыгарет выпалілі, ён курыў страшна вельмі. Ще больш, чым я зараз. Мне здаецца, і запомнілася на все жыццё. На ганку развітваемся, апошнюю цыгарету допаливаем на ганку. И он говорит, Валентин, а напиши про Брыля. Я говорю, ну как, свят якое, ці што? Імненна. И он говорит, Брыль гэта заўсёды свята. А мы з Лёняй і Брыля, і вот Кузьму Чорного, якого я вже не бачив. Вот, і потым я стал таким активным автором Нёмана. И калі доўга, а я прыходзіў толькі, ну, калі рукапісы прыносяць, і потым рэдагавалі правкі. І калі доўгавата не было, ці што ён званіў, тэлефанаваў Даньку Масюку і казаў, слухай, а щось Валентин давно не заходить. Може, я покрывдзіў его чым-нибудь. А вот, але вот эта близкость духовная, ты больше... Я шкадую, я уже сказал, что я не заспел 3 часы, калі Стрэльцов пил. И пил страшно. Я думаю, мы с ним не одну ночь за чаркой просидели, и проговорили бы там, потому что, да, калі я... Это была самая буйная и глубокая интеллектуальная фигура в Беларуси. И чему ён, калі я не приходил, ему говорить не было особливо с кем. Ну, мне так здаецца, ну, не складывалось, но это докладно. Правда, его надписи на книжках, ну, свидетельствуют. А тут мы у всех, не только там Камю, Сартров, не только все это литературознавство, а нават, памятаю, Луначарска адмяркоўвалі, значит, теорию литературную его, а еще больше тады коммунистична Андрея Платонова, усе Андрея Платонова антикоммунисты и так далее. А
одна з першых кніжак, я ёсць, мне хацеў захапіць. Гэта яшчэ камуністычны Платон, які верыў у рэвалюцыю, верыў у обновление свету, это потым з'явіцца уже вот это концептуальные речи. Ну и вот и помер. Я не был у Минску, потом с Дрейком Исюком уже праз год на это ездил. И знаете, вот это эмоциональное излучение было настолько мощное, и у меня, ну, не буду за его говорить, это не было, напевно, совсем, щось навіть містична така емоція була, що потім, шмат год після його смерті, я, ідучи по мінських вулицях, коли щось от його нагадувало, нехто со спини, збоку, ці що, мені аж перелом було. Вот. Это было глубоко поза его текстами. То есть мы покуль про побыт, и не знаете, мы выберемся до чего-нибудь больше. Це, на речі, вельми цікаво, тому що він сам же починає всі свої тексти, включно з загадкою Богдановича, со спробою вот якби увойти внутрь там свідомості. То есть, якби, ну, може бути, душа это вот занадто так просто и банально, да, а я вот кудись внутрь, то есть такой интроспекции. Так что вот это не просто побыт, а спроба вот опинуться внутри этого космоса, мне здається, это важно. Ему вельми істотно были все просто, вот его вещи сцяты присвечены, анонімні, а хороший вірш, ну і вовремя. А вот, ну, з тих, хто Я навіть подумав, що вот серед нас есть один человек с абсолютно уникальным досвідом уваходження внутрь Стрельцова. Человек, який сыграл Максима Стрельцова. Это Максим Шпанков, якому прийшлося, ну, вот, як би бути. Вот розкажи, як ти себе відчував і ввогуле, от що? Вельми дивно. Вельми дивно, бо це правда. Ось я слухаю історію, про що ми зараз розмовляємо, і у мене таке дивне відчування, ну, для мене, наприклад, це абсолютно побач ось тут, так? А до його ніяк так ось, ну, не протиснуться, не пробиться. І є некое відчування все ж таки певного розриву. Мне подається, що те, що зараз ось озвучується, це якраз спроба це розриву. Я не веду, откуда він взявся і на якій підставі, ніяк передолись, не обудувати некі нові, може, лінки, некі, якби, змістовні сувязі. Ось, і це вельми цікаво, вельми істотно. Ну, я мушу признаться, что коли меня запросили у этой буктрейлер на Смолене Випрока, я в принципе не разумел, что это такое. И у процессе, коли мы с Бахаревичем починали что-то там робить, для меня это был абсолютно, я бы такий ментальний екстрим, бо було зрозуміло, що це щось вельми моцне. Алло, меня слушайте, мне навіть не було повного тексту. Мне дали там 3-4 кавалки, які якби мусили там задейничать, ну, быть задейничанными. И я сам потім до этого прочитав, здивився вельми. І наполохався, бо не ведав, що мені з цим робити, бо які з мене, пробачте, Стрельцов. Ну, ось. Тобто це було худший і у режисера, і у нас це був худший такий інтуїтивний рух насустрач Стрельцову. Без гарантів, без алібі, без додаткового забезпечення. Було, от, як я кажу, це відчування чогось вельми моцного, енергетичного, фантастичного і абсолютно незнайомого. І для мене завжди було питання, от у даденому випадку, а де я тут? Де Стрельцов зрозуміло, в принципі. А ось де я тут побач з ним? Як це все в своєму місці? Я до этого не веду отказу. Але мне подається, що ось це, ось я казав Валентину, це метафізичне поле, так? Це поле таких глибинних сенсів, які існують поза межами академічного дискурсу, поза межами ось цієї нашої традиційного розуміння інтелектуалізму, як ведення птушиної мови, якою ми всі вельми любимо користатися, особливо на підпитку, так? Тут було чуття невероятної енергетичності і фантастичної чистіні стилю. Ось ти казав стиль.
то ось тут акурат, ось та енергетика промовлення, яка була абсолютно виключною, для мене не тлумачальна, ось це був головний експірієнс. Я праз його пройшов ось так ось, абсолютно огламошений. Вийшов. На гэта не розуміючи, що і як відбулося. Ось це був експірієнс вельми цікавий. А потім я гляну на гэты трейлер і здивляюся, ось яка атрымалася. І хто тут автор, а хто тут текст. Ну, до речі, в самім трейлері було таке відчування абсолютної органічності, якби це би фетоводи, репетиції, вживання. Насамрэч, як мне тлумачылі, звыш ідэя была, што Странцоў гэта Бахарэвіч. А я ягоны герой. І ён мяне яго і вымысліў, ось сидзіць там щось і піша, потім азіраецца, мяне няма, штосьці ось такое. Ну, Бахарэвіч прамаўляў гэта все, так ясна, што ён голас аўтара. Дарэчы, я калі прыехаў на здымкі, ён ужо накаціў палову бутэлкі гарэлкі, то бок гэта было у нас інвентар, было сапраўднае. То есть он вжился в Ён вжыўся ў Стрельцова. То есть не молодейшего периода. Я паліў, а ён піў, разумееш? Потым мы пачалі піць і паліць разам, але я спазніўшыся. Максим, просто запитатися треба. Працював, то есть ти ж ведав Стрельцова в молоді годи, да? Про що ми ведаємо. Щось це є агульне Бахарэвича і Стрельцова? Ні. Я думаю, так само, что ничего. Видите, я хочу сказать одну, да, Стрельцов заўсёды вельмі паважаў другі план. Ён вельмі паважаў пісьменнікаў другого ряду. І ён заўсёды мне казаў, што ёсць вот, ну, вот эти пісьменнікі першага ряду, там, Толстой, Достоевский, да, ну, вот. А ёсць, напрыклад, Адоевскі, про якого мало хто ведае. І трэба звяртаць, і што літаратура трымаецца на шэрагу, на вялікім шэрагу цудоўных письменников другого ряду. И вот это вот, вот есть все імкнуцца, вот Бахарэвіч это человек, які хоча быць письменником number one, да, яго называюць «Комсомольская правда» number one, и яму это пасуе, адпавядае все. Стрельцова ніколі не назовуць письменником number one, хіба что мы тут для сябе яго признаем. Но все равно это чужое слово, да, значение. но это для яго, да. А вот есть люди, якія вельмі любяць вот это вот другі шэраг, які часам проявляется в цяжкую хвіліну, ты раптам бачиш, что той другі і ёсць сапраўдны. Разумеешь? И вот Стрельцов это той человек, калі вот молодой Стрельцов, да, там Зорки, например, у нас в доме живе поэтесса номер один, и все кажут, что лепш за Дусю Лось, поэтов в Беларуси ніколі не было и не будет, разумеешь? И як да это оставится? Ну вот. Тому ж Стрельцов, разумеешь? И он ніколі не спрачаўся, и он был ироничный, и он заўсёды усміхаўся, хмыкал. Ён мог хмыкнуть адносна Дусі Лось, но ён мог хмыкнуть и адносна Быкова. Для яго и Быков ніколі не был авторитетом. И для яго не был авторитетом Броўка, які там... И Караткевич не был. И Караткевич. Але вот, наприклад, Мелеш, наприклад, ён успрымаў вот «Люди на болоте», для яго было вялікай каштоўнасцю, што мяне здзівіла. И тому мы заўсёды любили поговорить с ним вот про людей другого плана, про литературу другого плана. И наогул, что не соромно, а вельмі так, як бы, я не скажу комфортно, але так само не тое слово, не стрельцовское, да? Але вот за столом не заўсёды трэба быць тамадой. Вот. Асабліва, калі ты хочаш добра выпіць, добра закусіць, поговорить с жанчиной. Ось, до речі, про жанчину. Максим, одну хвилинку, про Быкова. Я заходил, да, у кабинет до его прокурора запаливал одразу цигареты, ще в коридоре. Те часы были, когда можно было полиция всюду. А он летальный старичок, вот старичком чемся. Вот чужое слово абсолютно, хотя может и нет. Ну, стиляжное, да, хочется. И я говорю, ну что, будем дручить Быкова.
Ён да Быкова, ну, і там я рэцэнзію пра Быкова пісаў, штосьці яшчэ, і мы сышлі. Ён страшэнна любіў, конечно, Брыль нумар 1 быў, ну, прынамсі, як я, это однозначно. А вот, про Короткевича, блин, ну, ж писать не умею, в сенсе стиля. А это правда так? Вот я коли подрос, умовно кажучи, я с жахом начал читать. Это сам, ну что, по 30-50 сторонок за ночь писать, да, я про Короткевича. А вот, конечно, скуль будет стиль. Ну, хай, за сутки, да. За сутки. Вот. И кого-то еще... ну, Черногиза Атматова подзарабляли, перекладал на белорусский. Захожу, говорю, блин, и так это дольше века длится день, знакомитый супер роман. Блин, не умею писать. Я уже 97 сторонок запомнил. На 97 сторонок скоротил. Еще только дошел до половы. Вот. Ну, так это, просто, раз уже ты пробачте, Максим, что я читаю. Володя, я хотел запитаться, ось, у тебе ось там донжуаністий стрільби. Ось ти казав, в образі Дон Жуана. Чому ненавидиш Дон Жуана? Ведаеш, это было для яго арганічна. Таму вот яго любілі жанчыны. І это абурала страшэнна, напрыклад, Сідаревіча, што вот чалавек ляжыць в больніцы, засталося там, трэба падумаць пра нешта вечнае, ён спакушае нейкі медсестру. Разумееш? А для Стрельцова было вот арганічна некага спакушаць, некаму падабацца. І Свет Дон Жуанович и Дон Жуан Стрельцов был Дон Жуан. Да, это не выпадково. И вот это и тому он был стильный, и тому он хотел подобаться. И сапраўды подобался. А музыку любил? Ты видишь, Галина Семеновна научила меня танцевать твист. И вот мы в подъезде, все дети ходили учиться, да и танцевать, да, я любил танцевать. Твист, шейк, вот коли только это Про з'явилось. музыку Остапенко пригадывая, что он достал там некие кружелки Вагнера. В Менсках это была страшенная редкость. Ну и позвонил Стрельцову, а яны, ну вот по своих там про Скима, про вот все эти веселые там как бы пьянки строкались, и Стрельцов потягнулся на другий конец Менска, просто как бы Остапенки послухать Вагнера. Вот, как бы, так что там, я думаю, было. Але з твістом і шейком так само Ну, все да, склалося. это 60. Я прошу пробачення, книжица это Остапенки про Стрельцова, я что-то не верю, а? Ну, Это серия 100 особ. Не, это не с другой, это с ягоных успоминов про «Синяя книга белорусского алкоголика». Ну я ведаю, да, я писал про Вот. Ну так как бы мы... Потім, вот, наприклад, там, що було ще Стрельцова запомнилось, альбом Чурлюніса. Видаете, что, наприклад, вот на весь дом, не, но на весь дом, да, одна справа мода, другая, что у кого, куда ходить поглядеть, что все ходили до Стрельцова поглядеть Чурлюниса, потому что он первый, Там была такая, да, это вот альбом такие, был. навод не альбом, а такая Ну, да, набор этих репродукций, что мы ходили, этих, разбирали это знаки зодиака, вот, и что и любил вот все стильное, все такое вот. А Дон Жуан так, Дон Жуан. І от в тим поколенні він, напевно, був саме Дон Жуаністий. Ну, Вяртинський, може, з ним я ще кришку конкурував. Ну, Цікаво, що я би обозначив, ну, пригадуючи, вертаючися вже в метафізику, може бути так нечекано про Дон Жуанство, якби крок, вот это перший для меня крок в розумінні Стрельцовых, это, конечно, Свет Иванович был Дон Жуан, да, то есть был Дон Жуан, ему только 30 там в этом тексте, вот, а может быть навіть ще й 30 нема, але ён уже якби, ну, вот, уводить. І насамрэч, гэтая тема адразу Оскара Мілаша, вот, якби з Мігелем Монарой, то есть вот Дон Жуанство як заляцанне до життя. Вот прочуванне, ну вот неминучего, вот, ну вот то, что он потом поздней описал, да, скажем, Врачи не даже це.
То есть вот гэта яго цікавіла, і вот гэтая метафізічная, ну, метафізічны пачатак, як бы пераскоквання, вот адкуль пачынаецца як бы гэтая ягоная метафізіка, ведь ён вот сапраўды стрэльцоў першага перыяда, ён фантастычна радасны. То есть ён просто як бы, ну, сыходзіць вот нейкай, ну, нейкім адчуваннем вот як бы 60-х, маладосці, жыцця, то есть як бы не толькі Свет Иванович, все ягоныя апавяданні, там гэты блакітны вецер, вот як бы вельмі тонкая работа со святлом, да, то есть вот у меня такое ўражанне, што ягоная прастора і ягоны Менск, ягоны горад, да, ён просто вот заліты вот гэтым абсалютным святлом. Вось. І потым паступова накатывае вот гэтае адчуванне, да, якое, ну, стане дамінантай і выявіцца напоўніцу, можа быць, у смаленні ветрука. То есть в гэтым сэнсе метафізіка Стрэльцова гэта не канстанта, гэта сапраўды не птушыная мова, вот якую ён вывучыў, да, і там запомніў, да, ці там нецікавасць да якога-небудзь там Сартра, ці вот яшчэ каго-небудзь моднага, ну, в 60-х. Ну, тады якраз дазволілі друкаваць ўсё Сартра і Камю, і все кінуліся, і экзістэнцыялізм з'явіўся. Там, а ў яго гэта абсалютна арганічна вырашчана внутрі як бы вот гэтай сваёй уласнай алхіміі пачынаецца, да? І вот это вот самое дзіўнае. І загадка Богдановича напісана чалавекам, якому 30 год. Вот я паглядзеў там на даты, то есть Стрэльцову 30 год. Ён як бы не просто вяртае, ну, скажем, яшчэ аднаго паэта, да? Дарэчы, вот другого плана нібыта. На той час лічылася, што Богданович, ну, это такі добрый паэт другого плана. Ёсць там Волаты, Купала Колас, а вот але і напрыканцы ён прагаворваецца, што ён робіць. Вот не в апошніх абзацах, а там перад апошнім, дзе ён піша про тое, што Богданович гэта не просто трэцяе вымярэнне ў беларускай культуры і беларускай, а гэта як бы тое месца, адкуль далёка бачна па ўсім свеце. То есть вот такое ўражанне, што беларуская культура, ну, як бы яна была замкнёная в, ну, вот в локальности такой, як бы, ну, не хочу сказать местачковасці, бо Валентин нам давёў, што местачковасць гэта космос не горшы за всякие астатнія, да? А вот в нейкай сціснутасці, ну, вот гэтым, як бы, гэтай няшчаснай беларускай доляй. І тут з'яўляецца падзея, ну, Богданович, як бы спачатку, але не ўбачаны до конца, а потым з'яўляецца Стрэльцоў, які ён сам такое ж самае раскрыццё беларускага свету, таму што, ну, адна яго франкаманія чаго вартая, да, вот гэтыя, між іншым, ён жа не піша як шкаляр пра французскія раманы. Ён просто ублытвае всех гэтых мапасанаў і все гэтыя свае кніжкі ўблытвае сваю прозу. Гаворыць, што да, я вот як бы малодшы навуковы супрацоўнік нейкага музеуса, якога я нават не раскажу вам назву, да, то есть это не важно. Але вот як бы я читаю іх, як бы, і вот гэтыя. Вось, і ён адкрывае для себя папярэдніка, адкрывае Богдановича як, ну, вот як бы, ну, вот раскрыццё там нейкае, далёка бачна, то есть вот трэцяе вока беларускай культуры, калі можна так сказаць. Хаця вот для мяне, конечно, дзіўна, калі, то есть для мяне першы быў Разанаў, ну, як творца, аўтар, як паэт беларускі, хаця я таксама абсалютна не ўсведамляў ягонай значнасці, калі першы раз як бы сустрэліся. Но со Стрэльцовым у меня ёсць адзін прыватны ўспамін, хутчэй за ўсё мы сустракаліся. Вот. Хаця я і в тым же самым пакойчыку, в якім там як бы вы заходзілі з апошнім Стрэльцовым, бо я принёс в 86-м годзе в Нёман свои вершы и ходил по всех кабинетах, пытался, як бы, что мне за ими рабіць, пакуль хтосьці не світасцівіўся и сказал, ну вот покладите, я перадам.
І мені хотілося б вірити, я не впевнений. Там, Ігор Михайлович, цалкам магчыма, але і не хацеў бы расчароваць вас. Ён загадаў аддзелам крытыкі, Я ведаю. а не паэзіі. да. Так я отдела поэзии я не знайшов. Не, ну там был. Ні, я Не дійшов до не дійшов до його. Я просто то есть просто питание когось куди? передав. Не, просто мне так. хотелось бы, как все-таки Стрельцов. Давайте Это самое. примем эту легенду. Да, за- давайте это легче. А я хотел бы, знаете что, вот у Игоря есть вельми хорошее эссе, цудовное, просто якое так и называется «Загадка Стрельцова». Потому что сапраўды со Стрельцовым не меньшая загадка, чем с тем же, ну, меньше, может, не меньше. Вы бачите, при всім при тим, от ранішнє, ну, по-перше, як рускомовний хлопчик, так саме з провінції, скуль така невероятна мова з'явилася. Это штось, да? А по-другому, коли мы сегодня кажем про метафизика, про философа Стрельцова, и слушно кажем, чего переконали абсолютно, не просто, это некая формальная, з нагоди яких угодків. Ні, а менавіта распачаць шлях да это самое беларускай культуры да Стрельцова як мысляра. А вот, бо без гэта будзе вот, великая неправда у нашым беларускім мысленні. А вот, дык вот, як вот все гэта атрымлівалася і скуль вот эта прага інтэлектуалізма, я кажу, вот, ну, по гадзін 6 сидели, и не однойчы, а шмат разоў, ну, от 4 до 6 у кабинете, там все тряслось от этого дыма, и говорить им хотел, говорить про все это интеллектуальные подеи в Европе, значит, у России, им вот зашмат российская, русская, там, вот я апошние дни читаю, и все Толстой, там, хотя вот, между іншим, не згадалася, може, не згадається, менавіта Стрельцов першы у бліскучым эссе злучыў, значит, Достоевского з Кузьмой Чорным. Да? І потім я вже колькі Стрельцов, ну, в академічному літературознавстві, это уже аксиома, это однозначно, вот, Чорный. І яшчэ Стрельцов додав третім Фолкнера, Чорный, Достоевский и Фолкнер. Значит, да, ну, хутчэй вот гэта скуль неверагоднае насычэнне вот гэтым інтэлектуалізмам у добрым сэнсе, ну, для мяне гэта таініца таксама, тому што Ніц быў шэры, туповаты, прабачце, і ўсё астатняе. Ну, хорошо, выбачаюся, ладно. В нашем подъезде. Ну да, ну ладно. Это не мое, не мой телефон. Не мусить, не? Ну ладно, по телефону. И что, да, так вот, Стрельцова разгадать по-своему. Разгадать, это как раз, вот у Игоря там есть фраза «увайсці», что там у Стрельцова, знайсці его место, где он в этом эссе вашем. Мы как раз передрукували на сайте коллегиумовском. Вот правильно зробили. Вот. Знайсці вот это место таніцы Стрельцова. Гэта значит знайсці его метафизику, его это самое, и все. Потому что так мы ніколі и не зразумеем Стрельцова без его метафизичной, вот, это, самое главное. А так и все будем. Лирика, значит, хорошие верши, хорошая лиричная, экзистенциальная проза, беспречно. Без метафизичной, вот это, центра сердцевины,
ён такі застанецца незразумелым. Я думаю, что Ще й, так. да, І ми тому в этом визначаємо сенсі, да. тайну і потребність Да, неких да, да. розшифровок, Да. кодок, ключов, тому що, ну, вот, я так для себе, вот, коли я почав, ну, читав, ясно, що я починав з моління Віпрука, а це вже поздній і такий, якби, ну, вот, депресивно розвітальний, якби, текст, да? А потім перейшов до раннього Стрельцова. І от це Свет Іванович були Дон Жуан, це абсолютно Селлінджер для мене. Тобто, от раптом тим ключом, ну, вот, який, скажем, став зрозумілий Стрельцов, це от селлінджеровська робота. Тобто, одночасово і там, і, ну, не веду, там, і метафізика, і мислення, і в той же час ну, розуміння чоловіка некое, зовсім інше, незвикле, може бути, для тогочасної білоруської И літератури. она аккурат синхронно с Ще авторами, один кому момент. пришли в российском перекладе. Был Ну да, Василий да, Ильич. Да, то есть Пожалуйста, тут все это... Такая черная книжечка. Это А с Селлинджер Михайловым. же трохи позднее, по-моему, коли я не помиляюсь. Не. Ну, ясно, что по-русски. А вот, ну, слушайте, что-то хотел сказать, я не назвать, с того, что он принес. Можно я скажу? Да. Видишь, для меня вот в портрете Стрельцова, да, важно, что у человека, Стрельцов человек, у якого ничего не было ніколи в руках. Видите, от звичайно, от я, ну, матеріаліст, мастак, не треба оловок, не треба ніяку папку, треба сумка, треба это. У Стрельцова чоловік, у якого завсюди були вольні руки. От він, у його було нечто в думках, в голові, в душе. Він мог промовляти. Він був не обтяжарений матеріалізмом. Вот это, коли вот Короткевич завсюди згадується, іде некую там сітку бульбу неси, розумієш, вот мамі купив подарунок, некую бутильку собі, завсюди у його нечто було в руках. То вот у Стрельцова завсюди були вольні руки. Он был такий вот человек, не обтяжарений, и это один с формы поводзіна, что яна сказалася на всім. І ягоная вся творчасць не обтяжарена вот додатковым, что вот этим нахапать, натягнуть, не написал романа, ну и Селлинджер не написал романа, не написал там драмы, ну и не написал, не выдал сбор творів, ну и не выдал. Але крыўдаваў моцна на Барадуліна. Правильно робил. Правильно. Вот Калі хто не ведае, быў падрыхтаваны двухтомнік. Ну, тады ўсе па 4-5 тамоў выбраныя, хто толькі не рабіў. І двухтомнік падрыхтавалі, і ў выдавецтве працаваў сябар Рыгор Барадулін. І чаму? Так і не ясна, але яны распарыліся. Значит, он не допомог. То есть Стрельцов лечил, что Барадулин не допомог. И вот выбрана эта толстая, там именно такая паскудная, шерая, это самое, ну, выбрана. Ты уже роздал мне шерая такая, вот не, что. ну, значит, ты ее не делай это. Нет. Просто это апошні том, який Стрельцов пераписывал, бесконца перарабляў, вносил правки, все повалил термины, но он зрабіў до 50-годдзя, да, повинен. Ну ён крыўдаваў, что як гонорар, так Рыгор Иванович самый великий сябар, як гонорар выписывать у Стрельцова самый маленький гонорар. Ну, вот. Ну, он хотел двухтомник. Нет, Он рабил, он же рихтовал И двухтомник. гонорар А за- хотел крышку больше. Ну, конечно, напевно, за двухтомник больше. Нет, за выбор он лирику, да. Я Ну, собрал... не месяц, Я- не, это самое. слушай, я беру собрал- Я вижу. выбран, ну, Я да, собрал выбрано. все книжки. У меня все, что выдадено Стрельцовым при житті, есть все книжки. Тому я веду, ты говоришь зараз до 50-годдзя выдали выбранное, собранное, Да, все. все. И там и эссеистика, и поэт, Да, то есть да. все. А он хотел, чтобы разглядено было. И вот сегодня Да. я рассчитывал еще, Вот. идучи сюда. Может быть, вы поделитесь хтось своими загадками
і Ці розказуємо питання ці за питаннями, ці от досвідом читання Стрельцова. Ці ви читали, якби читали, да? Ну і Мы от як читали, мы же просрать- вивчаємо в Україні. Ні, Тільки ну, що це читали. риторичне питання, Да. Валентин, та просто треба було. Як у вас ураження і от що ви відчували, коли звертались? Чи це просто далекі тексти, так? Коли звонок вызов, питание. Ну, ведаеце, Стрельцоў уведзены ў школьную праграму, Угу. і вельмі шмат залежыць ад выкладчыка, як можна раскрыць увогуле тэксты, бо у маім досведзе пашчасціла з выкладчыкамі ў гэтых старэйшых апошніх класах, калі Стрельцова чыталі, але ведаючы агульнае становішча, ну, нешчасце. Звычайна і гэта што сена на асфальце, што смаленне віпрука, два тэкста, здаецца, вывучаюцца. Гэта такая На смолении Щелянская. депрессивная такая. Ну, и склад данных для школьника, не знаю. То есть не як, то есть там все ясно, такая густая, много стилистика такая. И вот. Не депрессивная, она метафизичная, просто. Ну, просто хочу запитатися, а з чого варто починати читати Стрельцова? Ну, да, З такого розного, такого глибокого? Ось. Звершу. Свершу, за той Володя маленькой однозначно. книжки, да. Свет Я мой думал, ясный, лепшая опошня книжка. Ну, Да, ну, можна можна от з этой А першої. может, с того, як він починав писати? З перших оповідань, да, З блакитного ветра можно, но я починал вот ядлоцевый куст, вот, я лечу, что притым тут такая, ну, ще вот заховалася нечто юначе, нечто вот такое отповедное молодости. Еще не классик. Да. І тут є момент вот этой початковості і першопочатковості, і що молодому чоловіку буде здаватися, що і я так змогу. І я змогу написати про холодильник, верлибр, чому ні. Вот, и я смогу написать верш там, ну, разбираюсь барак, мой любимый верш, вы не сможете написать, вы нават не ведаете, что такое барак. Но я починал вот с этой книжечки. Я згоден з Володимиром, з віршу І і можемо. питання загалом трошки інше, ось мені просто особисто цікаво. Чи був він свій час, під час свого життя, і чи був він резонансним автором? Чи можна казати, що він тоді був такий важкий персоною, ну, що мав певне коло, я не ведаю, Прихильников. ну, щось таке. Як сказав Сидоревич, что мы вот коли учились, вот это курс Розанова и все это поколение вот Алексеевич, які белорускомовні яраці всі, вони чекали кожне оповідання, виход кожного оповідання Стрельцова було подій. Что вот номер там молодости, где друковалося оповідання Стрельцова, передавалось, и он был культовым и признанным. Когось я ще так чекаю. Шмат Ну, кого. чому тоді і багато було. Ти видиш, і навіть Пташникова і чекали. Бикова, і Короткевича, і Пташникова, це Ну, ж качательно. Да, ну, наприклад, новели. Це так. блискуче. Ні, шмат кого. Наприклад, Навроцький був вельми культовий. Просто вот, знаете, якраз очень вот некая проблема, вот это, вот, хоть просто письменницкое осиротство, где он был культовый, где разумели, что это слово, таланты и так далее. А уже туди, значит, хутко прийде Короткевич, и он цалком зойме всю простору тотально. Значит, потому что это на широкую публику, это націоналізм, якого не було, ну, і це цікаво. От просто для читача Короткевич вийшов ці 40 тисяч, ці 60 тисяч накладів. От це вже перебудова почалася. Це невероятна лічба. Ви зараз просто якби починаєте реконструювати інтелектуальну історію 60-х. Вот то, что вы сказали, и, Володя, ты про поколение
Разанова, то есть вот для меня заўсёды была загадка, як звязаць гэтыя пакаленні і вот як гэта Стральцов і Разанов, да? А цяпер я разумею, што Стральцов ён адкрываў як бы гэта все, то есть ён, можна сказаць, ввогуле адкрыў вот гэтыя новыя перспектывы для беларускай літаратуры, і Разанов просто ўжо як бы гэтую перспектыву Не только Разанова, все вот это поколение да. Жени Янищица, Да. вот все поколение, якое вот поколение Разанова, оно все тотально уже захоплялось Стрельцовым. Акрамя Разанова, Янышного ты не сябравалі нічого. Хотя, тут всяляко может быть. Мало кто ведает, что Достоевский с Толстым ни разу не сустракаліся. За все жыццё. Один раз выпадкова, и то там Достоевский посидел в задних рядах трохи и не порукавшись. Вот два титана великой русской литературы. Да? Не, ну ясно, что Вот это Стрельцов за Разанова неприязнь талентов. И на глубинной некой она сидит. Это повинно отбываться, что с тем. А Чему? вот у противоположность этому сустрелись, значит, это же Андерсон и Чарльз Диккенс сустрелись. Усю ночь проговорили, при слезах поговорили. Значит, Соперництва нема. шановні відомці, коли ви ще раз дасте слово этому человеку, то я покину нашу цудовную Сабрину и уже не вернусь. Ну, это же я покину. Лепш так будет. И даст Бог, я вас ніколи больше в житті не убачу. А, это Гучок? Думаю, что это лучше. А не Садовский? Не, пробачьте, это ты Ой, пробачьте. Боже. Валентин, это здається Я ж Гучук. видел. Это господар Гучук. Ой, Валентин. Боже, пробачьте, я думал Садовский. В голове не Валя, вкладывает. ну ты да. Нас часто Да блудят. не, ой, Нас часто я блудят. так, пробачьте, на колени стану. Отбылась. Просто Гетфрицов паскуда зараз такого Я написал. бы навіть сказав мелодрама. Садовский. Надо быть... Я рад, что вы еще Васильевич, ты меня пугаешь, да. Не наливай тебе. Да. Я рад был вас всех побачить. Мы так само, не Ну, видишь на то, чудовищный что человек, вы про литератор, меня поэт, понаписывали, я вот не Гучок. А мне как раз тут такой гадость узнал, паскуда. Это самое. Облил публично, да? Валентин Васильевич, Валентин Васильевич, добре, що мені вот Мостаковське око, я одразу Потому что, ну, не зрозумів, чим проблема. Ну, бачите, ми... Да. Ага, добренько. Ну, еще раз. Я вас люблю. Да. Ну я ж так само, боже. Як цікаво, Ну, по-перше, тобто ми да. пройшли некалькі Не молодею, пунктів тоді. разом внутрі Стрельцова. Но тим не менш, мені здається, ніяких ключових слов не знайшли. Ці просто наоборот стали себе комфортно себе відчувати внутрі ягоного світу, да? Але, ну вот просто Ні, потрапили ні, в його внутрі, да? Садовский, ви щас Ні? Все ж таки, мені зрозуміло, чому зараз повстала ця потреба, не ведаю, у реанімації гэтай постаці, у нейкай рэабілітацыі ягонай значнасці і так далей. Чаму зараз мы займаемся рэканструкцыямі, чаму гэта для нас не відавочна, не натуральна, не як бы засвоена ў якасці некага такого безумоўнага нейкай з'явы. Так вот мы и ставим гэтае пытанне, чаму вот в культуре Стрельцов застаецца ну не до конца присвоенным, так, хотя все адчуваюць, что это важное место, а вот ну Ты видишь, тому что это складано. Я для себя это сформулировал наступным чином. Для себя, может для некой, что Стрельцов, выглядая на перший погляд, вельми легким для прочитания. И он выглядая, что вот приходишь, и я так змогу, и я так это. Потом ты разумеешь, что ты так не зможешь. Потом ты разумеешь, что мало кто так умеет. А потом ты стомляешься от Стрельцов. Просто стомляешься, что ты не можешь это прочитать.
и откидаешь. А так как я дал слово, что я буду весь час займаться Стрельцовым, і я спадзяюся, што прыйдзе наступнае пакаленне, рассчитае Стрельцов, мне не трэба будзе больш прыходзіць. Разумееце, я думаў, што вот прыйшло пакаленне Хадановича, вот яны зрабілі гэтыя фэсты, вот зараз Федута падрыхтуе двухтомнік, вот Ціхан Чарнякевич напіша пра адмову. Потым я разумею, што Ціхан Чарнякевич не пацягнуў Стрельцова. Просто вот, што весь фэст ператварыўся ў паказ сябе, а не прачытання Стрельцова. Аказалася, што Стрельцов непадъёмны. Что вот так вот с наскока, что не пробьешься. Что это читание на все жыццё, что есть книжки, якія вот, читаешь все жыццё, не можешь прочитать, перачитываешь. И Стрельцов оказался, что он может на некалькі пакаленняў наперад, якія будут читать, спрабаваць зразумець, канонизовать, переасэнсаваць, расставить приоритеты. Разумеешь, потому что все сказали, мы вот на видовоку у нас ляжыць это смаленне Віпрука, да, и загадка Богдановича. Ну, згадаўся яшчэ Дон Жуан, але ніхто не згадаў там, сёння, что вот Стрельцов паэт, на мой погляд, вышэй по ўзроўню за Барадуліна и вышэй за Караткевича. Для мяне, як вот по ўзроўню ліризма, разумееце? Не по ўзроўню, не по колькасці напісана, не по эффекту, метафоричности, а по лиричному настрою. Что таки тонко организованный лиризм у нашей, нават, Рязанов зноў жа больш пафосны за вот тонкость, вот такую некую прозристость, а часам ледь заўважны это лиризм у Стрельцова, разумеете? И оказывается, что вот як мои студенты сказали, что для нас складана писать хайку. Для меня вот, это было открытием, что не тянуть. Что вот оказывается, бывают часы, коли тонкость и прозристость вот, неподъемная. То зараз это те самые часы. Может быть. Что вот Стрельцов не эстрадный. Стрельцова я не веду ніводнай песні, каб хто напісаў на ягоны верш, да? Што не знайшлося ніводнага кампазітара, які бы ты перачытаў на музыку. Здаецца, паэт, да? Цудоўныя вершы. І вот раз не знайшлося ніводнага. Я згодны наконт з паэзіяй Стрельцова, причым я нават при тым, што мне там мусіць быць гэта блізка абсалютна. Я пачынаў з жылкі, вот ішоў там праз Юхнаўца да Рязанова, а Стрельцов вельмі доўгі час заставаўся таким ціхім голасам, і толькі потым, вот калі ўжо сам пачынаеш сцішвацца, вот калі ўжо не захапляе гэта такая энергетычнае буйство эмоцыі, вот як у Сысатам, вот калі жгуць кашулю, там все, то пачынаеш гэтую тонкую работу бачыць і цэніць і патрапляць ў гэты космас паэтычны ягоны. Абсалютна з хайку это вельмі падобная внутраная напружанасць верша, потому что там таксама не дарма японцы нават кадыфікавалі все гэтыя эмоцыі, там Саби, Ваби, Юген, там вот все гэтыя рэчы, як ты мусіш прачытываць і ўспрымаць гэта все. Да? То есть это не подказки, но вот хутчэй вот гэтае рэчышча тебя крышечку подштурхоўваюць. Вот. То есть, так что, я думаю, что загадок Стрельцова нам хопіць на бліжэйшыя некалькі эпохаў. Я спадзяюся, что я кожны раз спадзяюся, что я приду, что наступное поколение ваше там разгадае, и я больше не буду ходить. Ведаеце, тут сутнасць у тым, каб надаць нейкае слово класіку. Мы там разумеем, что пушча у нас ёсць асацыяцыя, что гэта там узвышша і нейкі стыль. Мы разумеем, пра што гэта. Караткевич, там гісторыя, там такія героі нейкі пазітыўны. А про Стрельцова, коли ты начинаешь читать, ты не ведаешь, про что это докладно. Это филология. Но это не слово, это не индивидуально, это все, что ты... Нет, так а что узвыше? Это индивидуально? Это поколение. Узвыше это в образ некий. Есть образ, конечно. Не, узвыше и крапива узвыше, разумеете?
Ну просто, ну крапива. Диссонанс. Что? Диссонанс, скажу. Ну так вот я про то, потому что для вас из высшего сказали пуща, вот, а я вам скажу, а крапива, а чего вы крапиву так, ну вот с Библией Ні, так шуганули? от, а для меня те ж самое адчуванне, што вот не хапае, чаму мы і пачалі гэта все разгребаць, сапраўды не хапае Одного слова, да? аднаго там, ну двух там Ну, да, вобраза, разумець ключа, пачали. там нейкага такого, ну вот штуршка там, не ведаю, пенделя нейкага І для як мне падалося расшифровки. пытанне сённяшняй дыскусіі было, ну вось Стральцоў як мысляр, ну які ён мысляр, нібыта з усімі іншымі мыслярамі таксама можна зразумець там пра што. Ну, напрыклад, Ніцшэ Бог памёр. Там нейкі такі стэрэатып нават, каб ён быў з гэтым мысляром. Можна трохи Мгм, дадаць ну, да таго, ну, што мгм. Аня кажа. Справа ў тым, што вось калі я пачала казаць пра тое, што Стральцоў уведзены, нібыта бы кожны малады беларус, прачытаўшы Стральцова па школьнай праграме, гэта нібыта нешта цудоўнае і выдатнае. Тым не менш, ён ну, не заўжды ўдала расчытаны праз нейкія хібы ў выкладанні, але калі чытаецца, напрыклад, замежная літаратура, той жа Камю і Сартр, напрыклад, то адразу ловіцца нейкая плынь экзістэнцыйнай літаратуры, і якая вельмі моцна звязаная з філасофіяй. Са Стральцовым мусіць быць нешта такое, па ўсёй вось Знайсці йому адпаведнік, от, якби в таким, ну, це цікава па думка, ўсёй да. задуме, што Стральцоў гэта не толькі лірык і не толькі пісьменнік, але яшчэ і мысляр, але гэта не атрымліваецца само сабой. То бок вельмі проста расчытаць сена на асфальце, ну, як нейкую сялянска-гарадскую прозу, і ўсё. І не глыбей. Ну, А я не разумею, про чим тут весь час впливає соціаліст Сартр. ні, ну, він не тільки соціаліст, він і феноменолог там, і... Ні, ну да, ні, ну просто, видиш, это, він викладав, мені вельми ганарило, що він читав лекції в Пітері, ну, от, і наша викладчиця естетики весь час заманала меня этим Сартром просоветским. Тому для меня, притым, я не думаю, что на Стрельцова, ті на Барадуліда, ті до Короткевича Сартр с Камю повпливає. Это, видите, вот я кажу там, на Быков экзистенциалист. Ну, это для меня это крышку смешно. Быков не экзистенциалист, конечно. Да, лауреат Ленинской премии. Я не... І тому, наприклад, визначить, от, ну, якби, в одно слово загнати Стрельцова. Варто було б, звісно. Я б з радістю загнав, віддав це слово вам. А ви як його бачите? Да, вот давайте придумаем разом. Як школьні наставники в МУЗі. Мы уже не помним, что там школьные наставники. Вот як вы с того, вот, что все наговорили, то есть и поспеем мы придумать, и сможем мы вот так вот, хотя бы идти ну, вот Ні, варто, варто, ну, да, варто поспробувати. поспробовать вот некие такие, ну ясно, что не экзистенциалист, как бы, да? Все ж таки могут быть некие такие линии. 60-е, Всі все ж маркери, таки, я да. мені подається, вони підманують. Я ось про що подумав, глядите, ну, існувала совєтська білоруська література. Ні, в Совєтській Білорусі існувала література. Окей, вот, окей, приймально. І ось я хотів провокативно так запитатися, ті був Стрельцов советським Не был. літератором? Вот это вот 100%, важно, да, что да. это один з тих, хто в одрозне там от любимого Розанова не писал про Брестскую крепость поэмы и про Чапаева, который переплывает реку Урал. У Стрельцова такого не будет. Вот. И у Стрельцова есть такий фінт, что ён дисидентом яго не назовешь, так? Але ён пазбягаў, чаму ён казаў про другі план?
что, наприклад, на першом плане там весь час выстроивались люди, які отримливали там комсомольскую премию, там, державную премию, и это обовязывало их виконувати певную, ну, якби, обов'язковую программу. Разумеете, коли ты стоишь, отмовляешься от этих всех узнагород и становишься, ты не обязан не писать про помник Ленину в Баку, як писал Бородулин, разумеешь? Окей, советским ён не был, так? Да. Диссидентом ён не был. Не был. Не был. Окей, далее, не ведаю, националист. Нет, не был националистом, потому что я упевнений, що він захоплявся, ведаєш, каб він так не захоплявся, наприклад, італійською літературою, не захоплявся так тим же Богдановичем, розумієш, не захоплявся русською літературою. І, ні, націоналізм не ягоний, абсолютно. Ну, космополитом так само не скажешь. Смотрите, Да? я Нет. вот... Европеец. Європейць так. Европеец так, может быть, Да. перший послевоенный, да, может быть, перший европеец в Уголе. Да, вот такие, да, скажем. Які приймав Ага, да. європейські фундаментальні коштовності, О. ліберальні коштовності. Перший европеец белорусской литературы. Да, О. так вот. Ну, тогда ты скажешь, что это Мицкевич. Ну, ось. Я в Мицкевиче сказал, Кабы- Ну, неважно. наш, як би, Не, ну мы в принципе выходим. Мицкевич мне перший подается на местачковец такую нормальную европейской тему. литературы. Да, да. Что он не был советским. Это вот Да, да, это важно. Да. То Это есть вельми вот ён важно. обозначил эту махчимость для литературы быть Ниц- как бы не советской, европейской. Да. Внутренняя европейская культурная Да, да, оппозиция. да. была, кажется. Да, да. Вот так. И он вот был при тем европейской такой либеральной. Причем белорусско-европейской, Да. да, как бы либеральной. То есть можно же быть европейцем по-разному. Ну, христианским Да, таким, что да, видишь, да. от якого тебе ватиканистым таким. это цікаво. Калі б вот не было гэтае слово затягана, Европеец, да. Нет, европейцам-то ясно, но оно все ж таки, а вот другое я хочу пропановать, другий вариант. Так кроме того, что он как бы таки европеец, он для меня еще абсолютно белорусский дзен. Но вот сказать, что он белорусский дзен, ну это арго так уже хипстерское, как бы Ну, да. сегодняшней эпохи. Не, а ось европейцы Вот, это а нормально. европейцы, да. Это цікаво. При тем с таким сарказмом, у им есть ирония, у им есть сарказм на вот месте. Представник внутренней Да, Европы. да. Да. Советской краине. Да. Беларусь. Потому что при тем Беларусь. такое, видишь, вольтерианская Европа. Чему я не хочу импрессионистичная Европа? Ну, Чему я не хочу Сартра с Камю, а хочу хучей Вольтера и Дидро, разумеете? Хочу чего-то такого осветницкого, светлого и импрессионистичного, наполненного святло. Ну, поэтично. Може бути, тому і вірші ягоні так не були восприйняті, тому що ну вот он вводит Речь, да, европейскую его не так форму. читали. Это ж верлибры, Розана это как раз продемонстрировала. сама работа Абсолютно. внутри поэзии, Вся его глубина абсолютно с эмоцией достается. вот такая европейская. Это европейская перезагрузка Да, да. как бы, культурной працы. Але мне не подобается. Подобается и это самое, и Вольтер, и Дидро, и все. А вот слово европейский, что ты говоришь? Просто Самое окна головне. европейские зараз. Саме головне пропустили, дівчата чи- тут якби ага. розвернули нас якби до, ну вот, А хлопцы ничего не до сказали. основаў, да? Вот, і задали, ну, сапраўды, што трэба шукаць ключі, да, то есть трэба шукаць, тому што не... Таму ён і прамінае, што не асацыюецца ні з якімі такімі якби знакамі. Неведомо, як зачепиться. Да. Но то, что не советский, вот это Не, вот, вот не советский он был. Хотя знаков советскости, Мора, это ж был частый. Какие знаки? Почитайте Там тексты. всё равно Не, вот видишь, Ну, с кем? вот нема там знаков советскости. Вот нема там это. Бачите, Видя, я як уверена- ухиляете Я- отъем от советскости, да? Я згоден, И не вот советский не был. на другой Это часописи знания. А слухайте, И вот на что другой еще не сказал. часописи «Звезда». Речь еще, вот одна з заслуг. Виявляється, Ігор сказав, що молодий, у 30 років, да? Це слушно. Но річ у тим, треба уявити той час ще. Уже, да, трошки там, ну, одлігає по сьогоднішній, да, одлігає.
і все остатнє, але ж все одно бач, наколькі вот, треба було реверансаў у бок ідэалогіі рабіць. Ён па мінімуму рабіў. Вот хто рабіў па мінімуму, это Стрельцов. Ну, даводзілася ему і, магчыма, нават шчыра. Вот. Не, ты ведаеш, ён не рабіў. Вот ты зноў будзеш, дзе ў яго верш пра пралетарыят? Дзе пра партизана? Вот ведаеш, вот у якого-нибудь Баргадулина, что не сторонка, то партизан, то батька какого-то. Ну да, у Розанова был паровозик, это паровозик называли. Треба было, как книжка вышла, что-нибудь паровозик это уткнулось. Да, портрет Мао Цзэдуна, это еще называлось, что обовязково повинен в книзе был, вот разгортываешь книжку, и там портрет Мао Цзэдуна. Ну, потому что иначе книжка не выйдет в Китае. В часы Мао Цзэдуна. То же самое у нас было. Да, ці там портрет Сталіна, які б там, і тому, і це перший чоловік, який показав шлях, де, коли можна ісці, ведаєш, вот, заставатися там вот, літератором, письменником, не обтяжареним, я ж кажу, не обов'язково ісці за цим портретом Леніна в руці, з червоним стяжком, там, ці вот. Не, Зоя, я мыслю, не так трохи. Згодны на другі шэраг. То есть вот Да. это вот таксама такі вельмі тонкі гест, што я як бы, ну вот, да, я застаюся в сваім свеце, як бы, но я не там з вами, да, вот в гэтых першых. Мы так падыходзім Каб да, застацца Максим заўсёды нас як Чистым, бы просіць трымаць таймінг, так як бы не зацягваць, як бы трымаць згодны, тэмп, да. да? Вот, апошнія Больше реплики, уже давайте як бы подумаем, хто што яшчэ не договорил, не да. Я бы не хотел договариваться, это было Ага, за лишнее спрощенный просто за 2 годины раптом вырашыць тое, што пытанне вырашаецца ці не. Але лічу вельмі карыснае, уже цікавая она была, ці не цікавая, но страшэнна карыснае, што вот собрались сегодня. Количество треба было починать. Вертание, метафизика, у метафизику Стрельцова. Я и не только, скажем, мне вот свыше гениально, что с невероятно своими руками. Это и фундаментальная антология бытия, пространцийно, эмоционально, невероятно, что вот, то есть, ну, вот накірунок початок. А сьогодні да. І в этом накірунку неяк, ну, головне би не спинитися, у кожного стільки справ. Это мы забеспечим, не хвилюйтесь, як би. Вот, ну продумать, что и як. Сьогоднішній день для мене, що я проговорив це, ще раз повторю, що це для мене узор, як можна бути першим сярод других. Першим, непаўторным, каштоўным сярод других, і це не соромиться. Ён перший сярод других. А хто таксама быў сярод других? Вы так кажаце пра гэты шэраг? Ну, Тютчев, наприклад. У русских, разумеете? Что? А у нас? Ці, наприклад, Гончаров. Альбо Борщевский Ян, той же самый, да, то есть такие. У нас Навроцкий. У нас так само великий шэраг. Калі вот поставить задачу, что кто был сярод других. Вот главный редактор Нёмана, ну, Кудровец. Там столько Карамазов, а батька, ну, не Крудой, напевно, скажем так само золотых других, да, потому что все-таки наперед Быков и Короткевич, напевно. Але тады просто... Для меня Быков ніколи був наперед. Не, ну перший Не, и для меня не был. Давайте не будем. Да, Ну, еще мы ризикуем апрель. зачепиться Да, за невероятно слово. Невероятно богатая была литература. Так, я уже як это саме буду тримати апошние реплики. Ну, прогучало. Да, прогучало, да? Ну, будем пригадывать, что мы вот все, кто тут есть, присутничали при легендарной події. Да. Да, початку вертання Стрельцова у беларускі метафізічны дыскурс, інтэлектуальны дыскурс. І
Вот, будем писать успомины. Вот. Дякую всім. Антонов пише Адаму Глобусу, а для крапиви потрібний контекст. Какой контекст?